Неужели шайку Рахмона раскрыли, этих коррупционеров и предателей? Или они просто кинули под огонь мелкую пешку? Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. Насрулло Садридинзада освобожден от должности председателя Джабор-Расуловского районного суда Сагдийской области в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство судьи. Указ президента Таджикистана об этом опубликован 23 мая. Власти подробности освобождения от должности председателя суда пока не комментируют. Источники сообщают, что в отношении Насрулло Садридинзада возбуждено уголовное дело по статье 319 «Взяточничество» Уголовного кодекса Республики Таджикистан. По их словам, высокопоставленный чиновник задержан сотрудниками управления агентства по финконтролю и борьбе с коррупцией в Сагдийской области при получении взятки в размере 23 тысяч самани или $2000. Насрулло Садридинзада в настоящее время находится в следственном изоляторе. Он был задержан при получении взятки у жителя Джабор-Расуловского района, добавил один из источников. Тем же указом президента Таджикистана 23 мая Зафар Кадирзада освобожден от должности судьи суда Горно-Бадахшанской автономной области. Он также отстранен от должности в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство судьи. Ранее источники сообщили, об аресте Кадирзада в городе Душанбе. Генпрокуратура Таджикистана, по данным источников, возбудила уголовное дело в отношении Кадирзада. Он обвиняется во взяточничестве и мошенничестве. За последние 10 лет около 30 судей были освобождены от своих должностей в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство судьи, и приговорены к различным срокам тюремного заключения. Власти о совершенных служителями Фемиды преступлений не сообщают. Однако, по информации независимых источников, судьями совершаются в основном преступления коррупционного характера. Всего в Таджикистане работает более 400 судей. Правозащитные организации неоднократно заявляли, что судебная система страны зависит от исполнительной власти, поэтому судьи не независимы. В частности, Международная комиссия юристов в декабре 2020 года в своем отчете отметила, что судебная ветвь власти в Таджикистане не может назваться независимой, поскольку судьи назначаются и снимаются с должности главой правительства. В таком случае суд будет защищать интересы исполнительной власти, а не верховенство закона и права обвиняемых. Говорилось в документе, и комиссия назвала низкую заработную плату судей одним из слабых звеньев судебной системы Таджикистана. Как вы думаете, почему на самом деле у нас так много коррупционеров и взяточников? И можно ли вообще решить этот вопрос? И почему больше всего коррупционеров именно в судебной власти? Та, которая должна обеспечивать верховенство закона и права. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!